В завершении выпуска. В Центре культуры Зырянки Верхнеколымского района состоялось торжественное закрытие Всероссийского года культуры. Во время праздничной церемонии лучшие работники учреждений культуры получили награды за отличную работу. Все подробности у Натальи Ломановой. Основной показатель деятельности культурно-досуговых центров – количество людей, посещающих массовые мероприятия. Если судить по средствам, поступившим от проданных билетов, то для работников культуры Верхнеколымского района 2014 год удачный. Не имея типовых культурно-досуговых центров, не имея мобильных постоянных помещений, мы перевыполнили план. Мы сделали более 1 000 000 рублей. Если в те годы мы всегда выполняли стабильно, в размере около больше 500 тысяч, то в этом году у нас уже зашкалило за 1 000 000. Из этого следует, что качество предлагаемых населению услуг заметно выросло. И здесь сыграли роль как повышение зарплаты работникам, так и внимание государства к отрасли в целом. Взятая в этом году высокая планка творческой работы была удержана и во время отчетного концерта, посвященного закрытию Года культуры. На вечере были озвучены все достижения работников культуры района, соответственно, были и награжденные за отличную работу. Одна из таковых – Виктория Овчинникова, директор централизованной библиотечной системы Верхней Колымы, отдавшая любимому делу 47 лет. Очень символично, что год культуры перетекает плавно в год литературы, потому что нам нужно вернуться к нашей классике, вспомнить литературу, на которой мы выросли, на которой должны расти наша молодежь. Литература ведь учит добру, духовности, и она очень важна для человека. И совершенно логично, что именно Виктории Алексеевне, главному библиотекарю района, теперь уже заслуженному работнику культуры республики, был вручен символический вымпел года 2015 года литературы. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.